Тенденция к снижению и уровень заболеваемости ниже предыдущей недели. За неделю снижение заболеваемости ковид почти на 8%. Штамм омикрон, который распространяется по всему миру, уже есть в России. В Татарстане пока не выявлен. Всех, кто теоретически его может завести, из стран, где уже есть омикрон, выборочно проверяют в аэропортах. 71 человек обследован. Это ПЦР-тесты. Все результаты отрицательные. Вместе с тем мы продолжаем отправку проб от заболевших для секвенирования в научно-исследовательские институты. Осложнилась ситуация с ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости выше предыдущей недели на 11%. Эпидпорог превышен почти в 2 раза. Гриппом болеют в основном взрослые. У подростков и детей чаще выявляют ОРВИ. На разобщении сейчас 280 классов. Это почти 7 тысяч детей. Наиболее сложная ситуация складывалась в Набережных Челнах. Своевременное приостановление учебного процесса позволило на сегодня сократить количество классов, которые на разобщении, до 14. А на прошлых неделях там было порядка 160-170. И эта мера оказалась достаточно эффективной. Необходимости перевода детей на дистант нет, говорят в Роспотребнадзоре. Роста заболеваемости коронавирусом среди детей не наблюдается. Единственный детский госпиталь заполнен частично. Сейчас оперштаб прорабатывает формат новогодних праздников, в том числе для детей. Состоится и республиканская елка. Елка большая на 8 тысяч она будет, но не одномоментно на 8 тысяч. То есть она поделена на 2 раза. И мы в таком формате уже проводили елку в прошлом году. Осложнений ситуации после этой елки мы не наблюдали. На общественном транспорте в декабре начал восстанавливаться пассажиропоток, который упал почти на 30% после введения QR-кодов. В разы сократилось и число заблокированных карт 60+. На сегодня таких около 600. Хотя до сих пор есть случаи, когда карта заблокирована по ошибке. Обращались граждане, говорили о том, что я привитый, у меня есть QR-код, но моя карта заблокирована. Начинали разбираться. Действительно, например, в системе Министерства здравоохранения все эти данные есть. Начали сверять с базой данных особ. Выходило, что при оформлении проездного билета некорректно был указан тот же СНИЛС. Все. И это совершенно 2 разных человека оказались. Такие вот нюансы, они постоянно происходят. Это в ручном режиме все отрабатывается. Динамика вакцинации положительная. В сутки прививаются более 20 тысяч человек. Ревакцинацию прошли почти 100 тысяч татарстанцев. Если тенденция сохранится, коллективный иммунитет сформируется к Новому году, сообщили в Минздраве. Порядок работы кафе и ресторанов 31 декабря будут определять, исходя из эпидситуации на конец месяца. Юлия Гоголева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.